В эти дни в Якутске проходит учебно-методический сбор сотрудников Дальневосточного регионального центра МЧС России. В ходе протокольного совещания, которое состоялось 18 декабря, были подведены итоги 2013 года. Несмотря на разрушительный паводок и лесные пожары, ДВРЦ занял первое место среди региональных центров по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А Республика Саха-Якутия лидирует по этим же показателям в Дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил заместитель главы МЧС России Владимир Степанов. Видимо, поэтому последовал приказ министра МЧС Пучкова о награждении президента Якутии Егора Борисова именным боевым пистолетом Макарова. Благодарю министра чрезвычайных ситуаций гражданским делам Российской Федерации Пучкова Владимира Андреевича, то, что он оценил работу нашей республики, наше отношение к этим ответственным делам. Пистолет, который он подарил, конечно, будет храниться по тем законным требованиям, которые касаются таких видов оружия. Это имеется в виду специальные хранилища в сейфах и так далее. Поэтому вы не беспокойтесь, они не будут в кармане у меня. Безусловно, журналисты интересовались и о северном завозе грузов, о котором в федеральных СМИ говорили и писали. Мол, Якутия провалила завоз, и якобы арктические районы остались без продовольствия. А что же на самом деле? Мы проверили все населенные пункты, где якобы имелись какие-то жалобы, и не подтвердилось то, что было. И отмечает то, что с северным завозом, с учетом даже тех трудностей определенных, которые были, республика успешно справилась. Ну а на местах будут и в дальнейшем работать по созданию эффективной службы по борьбе со стихийными бедствиями и не только. Задача 2014 года заключается в том, что эту работу будем продолжать. Это речь идет о создании добровольных пожарных дружин. Это покупка техники для работы этих пожарных дружин. Мы будем усилять спасательные службы республики, будем приобретать специальное оборудование. Для этого предусмотрены соответствующие объемы средств государственного бюджета республики. Поэтому тот горький опыт, который мы приобрели на примере 2013 года, он будет использован для того, чтобы развивать и усиливать наши службы. И такую задачу поставит, в принципе, Министерство чрезвычайных ситуаций, которое отвечает на это направление в целом по стране. Есть вопросы, на которые еще нужно обращать внимание, где еще нам много-много нужно работать. Ну и, в общем-то, это касается не только Республики Саха-Якутия, это касается всех территорий Дальнего Востока, всех субъектов. Задача поставлена и министром, и полпредом, и руководителями субъектов. Они будут выполняться во имя блага человека прежде всего. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай, Республика Саха-Якутия, Якутск.